Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Бумажный носитель потихоньку уходит в прошлое. Большинство выплат, в том числе социальных, теперь мы получаем в электронном формате. Об изменениях в работе Фонда социального страхования мы поговорим с управляющим якутского отделения фонда Мариной Герман. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. И первый вопрос. На днях на рабочей встрече с главой республики Александром Николаевым обсудили вопросы особенностей перехода на цифровые сервисы. С 1 июля текущего года Якутия переходит на электронные родовые сертификаты, а с января следующего года на электронные листки нетрудоспособности. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. В рамках реализации национального проекта «Демография и здравоохранение», конечно же, мы, то есть Фонд социального страхования, участвует в цифровизации. Конечно, бумажный носитель и листка нетрудоспособности, и родового сертификата уходит в прошлое, и поэтому веяние нового времени, переход на цифровизацию диктует свои условия, поэтому было принято решение перейти по родовому сертификату, и объясню почему, именно с 1 июля 2021 года, а электронный листок нетрудоспособности перенесли и оставили, то есть это по плану было с 1 января 2022 года. Что касается электронного родового сертификата, Владимир Владимирович Путин в своем послании, и в своих указах говорит о том, что нужно поддерживать незащищенные слои населения. И поэтому с 1 июля единовременное пособие вставшим в ранние сроки беременности, то есть женщины, которые пришли в женскую консультацию на сроки до 12 недель, до 1 июля выплачивалось всем работающим застрахованным единовременно. С 1 же июля в связи с тем, что необходимо поддерживать семьи с низким прожиточным минимумом, было принято решение перейти на ежемесячные пособия женщин, вставших в ранние сроки беременности. И для того, чтобы отслеживать эти посещения, а этих посещений в течение всей беременности должно быть 3 контрольных срока, и отслеживать мы будем с помощью электронного родового сертификата. Поэтому и было принято решение именно с 1 июля перейти на электронный формат. То есть медицинские учреждения практически сейчас с Фондом социального страхования осуществляют трансформацию цифровую и переводят все в электронный формат. С 1 января прошлого года все пособия, которые осуществляются Фондом соцстрахования, поступают не через работодателя, а напрямую получателям на карту МИР, либо банковский счет. О каких способах идет речь? Я напомню, что в 2020 году Республика Саха-Якутия перешла на пилотный проект «Прямые выплаты», и все пособия, которые выплачивались работодателям за счет средств социального страхования, они перешли в разряд от зачетного на прямые. То есть работодатель формировал пакет документов, то есть сведения о заработной плате. Заявление работодателю предоставлял в 2020 году работник на выплату пособия, а уже расчет пособия, разных видов пособий, я об этом скажу сейчас, уже выплачивалось через Фонд социального страхования напрямую. Конечно же, работник мог выбирать в 2020 году, каким способом, либо на карту МИР, либо на любой банковский счет. На сегодняшний день, с 1 июля, все пособия, касающиеся материнства и детства, это по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка до 1,5 лет выплачиваются только на карту МИР. А временная нетрудоспособность пособия в связи с заболеванием, травмой, оно выплачивается также и на банковский счет. Можно также почта. Есть такие у нас и способы выплаты. Но они занимают менее 1%. В основном это карта МИР. Какие же пособия выплачиваются сейчас напрямую застрахованным, то есть работающим? Как я уже сказала, это пособие при рождении ребенка, единовременное пособие в ранние сроки беременности, то есть те случаи, которые были до 1 июля зафиксированы, временная нетрудоспособность по беременности и родам, и пособие до 1,5 лет, по уходу до 1,5 лет за ребенком. Вот эти пособия выплачиваются сейчас на карту МИР. А если вдруг получатель не успеет оформить карту МИР до 1 июля, как он сможет получить средства тогда?
Но практически сейчас все уже переоформили, и сама система не дает возможности перечислять эти средства. Они остаются в казначействе, в федеральном казначействе, то есть сама система блокирует и дает, приходит СМС-сообщение. Кроме этого, каждый застрахованный сейчас через личный кабинет, который есть доступ через фонд социального страхования, может отследить свои выплаты. То есть когда он сдал заявление, когда поступило в региональное отделение его заявление, какой расчет был произведен, на какую сумму и когда перечислено. То есть полностью контролирует весь пакет прохождения документов до начисления и оплаты. Поэтому если система не пропускает по карте МИР, приходит СМС-сообщение, что необходимо открыть карту МИР. Если раньше электронный листок нетрудоспособности был экспериментальный, то уже с 1 января следующего года все больничные станут цифровыми. Бумажный носитель оформляться не будет. Каков итог экспериментального периода? Можно ли определенно утверждать, что учреждения здравоохранения готовы к переходу? Впервые заговорили об электронном листке нетрудоспособности в июле 2017 года. И этот пилотный проект начал свою реализацию, то есть необходимо было Фонду социального страхования сократить издержки на выпуск бумажного листка нетрудоспособности. Уходили мы от подделок, также бланка листка нетрудоспособности, и переходили постепенно на электронный формат. Ну, конечно же, тот рывок, можно сказать, скачок по активизации медицинскими учреждениями и внедрения электронного листка нетрудоспособности произошел в 2019 году, когда мы провели ряд крупных совещаний с участием заместителя председателя правительства Ольги Валерьевны Балабкиной, с муниципалитетами очень много работали, с Министерством здравоохранения. И поэтому на сегодняшний день мы готовы с уверенностью сказать, что все медицинские учреждения, а их 101 медицинское учреждение, государственные практически 100% готовы. Вот вопрос только в негосударственных, то есть частных. На сегодняшний день половина, да, около 40% сейчас пока не используют формат электронного листка нетрудоспособности. Но я думаю, что 1 января заставит, да, эта дата перейти, но мы опасаемся технических сбоев. Вот, поэтому сейчас призываем и активно ведем работу с негосударственными медицинскими учреждениями для того, чтобы именно обкатать вот, пробные электронные листки нетрудоспособности. В разгар летних отпусков и отдыха хотелось бы коснуться темы обеспечения санаторно-курортным лечением льготной категории граждан. Каков порядок обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и в каких регионах поправляют свое здоровье якутяне? Надо сказать, что 2020 год, он был особенным, и этот год тоже имеет свои особенности, поскольку мы имеем ограничительные меры по направлению льготной категории граждан, связанных с ковидом, в санаторно-курортные учреждения. Но тем не менее мы заключаем государственные контракты, мы осуществляем выдачу путевок и, конечно же, с соблюдением всех рекомендаций. Но при этом мы индивидуально подходим, и сам санаторий нам предлагает исходить из тех требований, которые установлены на территории того или иного субъекта Российской Федерации, где находится санаторно-курортное учреждение. Есть ограничения, например, в городе Якутске у нас, да, без категория только младше 65+, то есть категория 65+ и хронические заболевания, они, конечно же, не могут направляться в санаторно-курортное учреждение. Ну вот сейчас вводится ограничение в Краснодарском крае, да, и с 1 августа уже требуется именно, чтобы те, кто заезжают в санаторий, они имели вакцину. Поэтому мы с учетом тех требований направляем людей, но опять-таки контролируем ситуацию. А так у нас заключены госконтракты, те объемы ассигнований, которые мы не освоили в прошлом году из-за пандемии, нам их довели в этом году, и мы на весь объем заключили госконтракты. Как в местные санатории, то есть на территории Республики Саха-Якутия,
так и за пределами, и сопредельные, и на территории Краснодарского края. Но в основном мы стараемся сейчас вывозить детей. В этом году региональное отделение ФСС впервые публично отчиталось по итогам прошлого года. Выпустили альбом годового отчета. Если говорить об итогах, какие основные направления, новшества можно подчеркнуть и как справилось региональное отделение ФСС? Да, действительно, вот перед вами годовой отчет, поскольку мы готовились, в каком формате думали предоставить информацию главе, потому что направлений, которые были проработаны в 2020 году, их колоссальное количество, причем объем средств, которые мы реализовали, да, использовали и выплатили пособий разных видов, да, и, конечно же, хотелось об этом сказать. И вот в годовом отчете мы в виде инфографики все это сформулировали. И там можно сказать, что и выплата медицинским работникам, и выплата работающему населению 65+, и старше с хроническими заболеваниями. То есть через региональное отделение прошло более 12 миллиардов выплаченных пособий. Конечно же, мы работали в прошлом году с начала марта практически до осени в режиме 24/7, без выходных, чтобы не было сбоев, но тем не менее мы поставленные задачи выполнили, и на сегодня мы имеем также задачи по реализации других направлений, которые нам определяет правительство и президент Российской Федерации. Марина Евгеньевна, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо вам. А я напомню о новшествах в работе Фонда соцстрахования. Мы говорили с управляющим регионального отделения Мариной Герман. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.